Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Ежегодно в сентябре отмечается повсеместно Всемирный день журавля. В Якутии обитает самый редкий вид журавля – стерх. Также в республике создан национальный парк Кыталык. О работе уникального парка и о том, как отмечается Всемирный день журавля у нас, мы поговорим сегодня с гостьей студии Марией Владимирцевой, ведущим научным сотрудником-орнитологом Национального парка Кыталык. Мария Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. В мире насчитывают 15 видов журавлей, они в мире широко распространены. Вот в России гнездится и встречается 7 видов. Сколько видов журавлей обитает в Якутии? В Якутии встречается 6 видов журавлей. Из них 4 вида гнездящихся, в том числе наш любимый стерх. Он гнездится в тундровой зоне Якутии вместе с канадским журавлем. В таежной зоне у нас гнездятся серый журавль и черный журавль. И к нам также залетает 2 вида журавлей. В последнее время у нас всего известно о 4 случаях залета даурского журавля. И к нам довольно часто, сравнительно часто залетает журавль-красавка. Скажите, ну вот празднование Всемирного дня журавля, оно же все-таки связано с учетом популяции птиц. Какова тенденция стерхов на территории Якутии? Их становится больше или все-таки меньше? Да, День журавля отмечается обычно, он был инициирован рабочей группой по журавлям Евразии, и они так решили, что вот когда мы прощаемся с журавлями, когда они улетают на юг осенью, в это же время проводятся осенние учеты, в это время мы проводим День журавля. А популяция, восточно-сибирская популяция стерха в настоящее время показывает тенденцию к росту. То есть если в конце прошлого века, в конце 80-х, считалось, что численность восточно-сибирской популяции составляет от 100 до 300 птиц, может быть, то в начале 90-х выяснилось, что эта популяция насчитывает более 1600 особей. Затем, значит, на протяжении долгого времени всегда говорилось о 2–3 тысячах особей. И в 2012 году мы получили сведения от китайских коллег, которые зимой в Китае, вот где стерхи зимуют в одном, сравнительно с нами небольшой территории, значит, сконцентрированно, там они насчитали чуть более 4000 птиц. И сейчас наши же китайские коллеги в последние годы, вот буквально они нам сообщили, что популяция достигла 5500 птиц и даже больше по некоторым данным. То есть наблюдается рост популяции, пусть не такой стремительный, как нам хотелось бы. Постепенно популяция находится в стадии, мы надеемся, восстановления. Ну, конечно, и времени не так много прошло для того, чтобы популяция скакнула. А вот говорят, что стерхи чаще стали встречаться на периферийных местах обитания и на путях сезонных миграций. Это связано с какими-то угрозами для белого журавля в Якутии? То, что они стали встречаться чаще, это как раз сопутствующий факт того, что их численность увеличивается в последнее время. А если говорить о каких-то угрозах именно на территории Якутии, то, конечно, они всегда существуют для любой птицы, даже пусть для такой всеми любимой священной и относительно других видов птиц, известной населению, все равно, конечно, могут встречаться несознательные граждане, охотники, браконьеры, которые все равно могут, либо по ошибке, либо, может быть, даже намеренно птицы могут эти попасть под выстрел. Но, кроме того, на путях пролета, как показывают последние наблюдения, очень плохо реагируют стерхи на пожары. То есть вот это состояние, когда вокруг плотная завеса дыма, дымовая, вот это все плохо действует на их аэродинамические
возможности, и ухудшение видимости тоже не лучшим образом сказывается на них. Но, кроме того, указываются, конечно, различные возможные угрозы, как говорилось долгое время о том, что есть такая угроза, как столкновение с линиями передач во время тумана. Но все-таки птицы здесь более или менее справляются с этой ситуацией. Это вот именно на путях пролета. Хотя большая часть территории, где стерхи останавливаются, имеют так называемые традиционные транзитные остановки во время миграции, они в основном, все эти территории, большая их часть защищены особо охраняемыми природными территориями, то есть охраняются законом. И то же самое, значит, и на территории гнездования. Территории гнездования защищены у нас вот национальным парком Кыталык, а также ООПТ республиканского значения, местного районного значения. И, в общем-то, стерх и гнездится в труднодоступных местах, куда не каждый человек спокойно доберется для того, чтобы было какое-нибудь серьезное беспокойство со стороны человека или человеческой антропогенной, так сказать, деятельности. А вот именно в Китае, куда стерх летает зимовать, вот там действительно, там густая населенность, промышленность стремительно развивается, и нестабильная ситуация на озере Паян. Различные происходят промышленные вмешательства в это озеро в связи также со строительством плотины на реке Янцзы, в бассейне которой находится вот озеро Паян и озеро Дунтинху, где зимует 90% нашей популяции. Вот, и там вот основные угрозы исходят оттуда. Но наши китайские коллеги очень хорошо работают в этом направлении, в направлении сохранения. Они очень здорово поддерживают наших зимующих птиц, за что мы им очень благодарны. Если будет время, я даже расскажу подробно, как именно они поддерживают. Да, вот отчасти можно подумать, что журавли и стерхи прилетают к нам в Якутию для того, чтобы отдохнуть от промышленной суеты государства Китайской Народной Республики. Скажите, а вот как сотрудничает Национальный парк Кыталык непосредственно с иностранными коллегами? Ну, сейчас, в настоящее время, Национальный парк Кыталык подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с национальным природным заповедником озера Паян. И вот с ними с 2021 года в рамках этого сотрудничества парк значит, плотно работает, в основном в онлайн-режиме в связи с процессами, коронавирус был и так далее. Но, значит, в декабре 2023 года мы все-таки надеемся поехать на озеро Паян. Они будут проводить уже третью неделю наблюдений за мигрирующими птицами. Это такое грандиозное мероприятие, которое поддерживается правительством. Приезжают люди со всего мира, то есть все наши... Со всего мира наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем по сохранению птиц, мы там с ними, со всеми обязательно увидимся. И с нашими китайскими коллегами мы встретимся и будем обсуждать наши планы дальнейшего сотрудничества по сохранению стерха и других мигрирующих птиц. Вообще на территории Китая действует закон о неприкосновенности мигрирующих водно-болотных птиц. То есть все наши стерхи, а также лебеди, гуси, утки, они считаются в Китае неприкосновенными, их нельзя трогать. То есть если мигрирующая водно-болотная птица села покормиться на фермерский участок,
то фермер не должен ее никак это не убивать, не отпугивать, а должен ей оказать всяческую помощь. Ну и кроме того, вот, во время зимовки, вот, например, в 22 году на озере Паян произошла ужасная засуха. И, то есть она уже продолжалась, она началась летом, и последствия этой засухи продолжались также осенью и зимой, когда наши стерхи уже прилетели туда. И на озере Паян практически не было воды. Очень немного, небольшое количество осталось. Они сделали искусственное углубление в этом озере, заполнили его водой, чтобы стерхи продолжали кормиться естественным для себя кормом. Это такое растение водное, околоводное, валиснерия. И, в общем, они там какое-то количество птиц продолжали кормиться валиснерией, но в то же время наши китайские коллеги, они специально для стерхов вырастили и поддерживали лотосовые поля и рисовые поля. И таким образом образовалось не менее 12 кормовых точек искусственной подкормки для восточно-сибирской популяции стерха. То есть мы, конечно, должны быть нашим коллегам очень благодарны за то, что они как за детьми, так ухаживают за нашими стерхами. Мы их считаем нашими, китайские коллеги тоже их считают своими, потому что все-таки большую часть своего годового жизненного цикла стерхи проводят в Китае. У нас они прилетают только вот в конце мая и улетают в 20-х числах сентября, когда выращивают птенцов. Но в то же время такая проблема существует, как сокращение естественных кормовых ресурсов. И коллеги наши, особенно со стороны науки, они как-то очень борются с этим? Ну, они озадачены тем, что стерхи переходят на такой поддерживающий, зависимый от человека режим. Но и надеются, что все-таки это временно, что озеро Паян восстановит свое естественное функционирование как источник естественных кормов, валиснерии и других естественных кормов. Озеро Паян, озеро Дунтин, и что все будет в порядке естественным образом с восточно-сибирской популяцией. Ну, остается только надеяться, что действительно все будет хорошо. Скажите, Да. а как у нас в республике пройдет в этом году Международный день журавля? В этом году вообще, когда рабочая группа по журавлям Евразии инициировала этот экопросветительский праздник, они решили проводить его без приурочивания к какой-то определенной дате, потому что страна у нас большая, и сроки, когда птицы отлетают на юг, они могут отличаться, они и отличаются. А у нас республика, например, у нас она вообще большая, и у нас 4 вида журавлей, которые также совершают осенний перелет в различное время. И стерх, например, он довольно долго летит по территории Якутии. Но у нас в этом году все-таки вот проводятся мероприятия, посвященные Дню журавля. 7 сентября это в библиотеке «Смарт». Значит, здесь вот будет фотовыставка, там очень интересные фотографии будут представлены. Выставка откроется в 11 часов. Фотографии, сделанные нашим, во-первых, научным сотрудником Сергеем Михайловичем Слепцовым, уникальнейшие фотографии с территории гнездования стерха. И, кроме того, уникальные фотографии, сделанные нашими коллегами в Китае с мест зимовки. То есть там видно, как стерхи концентрированно кормятся вот как раз на озере Паян, как они подпрыгивают, как они проявляют друг другу агрессию. Вообще стерх – это самый агрессивный, наверное, самый агрессивный вид среди всех 15 видов журавлей. И, кроме того, он
больше, чем другие виды, привязан к условиям обводненности такой. Ему нужна вода всегда. И вот это очень красивые фотографии, ну вот можно себе представить. Белые красивые птицы, вода, небо. В общем, 9 сентября у нас День журавля с 2 часов. Мероприятия начнутся в нашем любимом зоопарке Орта-Дайду. Там будет очень весело. Будут игры на открытом воздухе. Мы будем там веселиться, играть. И все это, значит, будет в таком ключе, в экопросветительском. То есть детишки незаметно для себя узнают много нового. Это самое главное. Мария Всеволодовна, благодарю вас за то, что пришли к нам сегодня в гости. Будем надеяться, что и на День журавля придет очень много тех, кто интересуется нашей природой. И 10 сентября, пожалуйста, приходите в парк культуры и отдыха в 13 часов. Вот, тоже, Обязательно. Вот, тоже будут мероприятия. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите природу и до встречи в эфире.